Кто ответит перед таджиками? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое происшествие произошло с нашими соотечественниками. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Несколько человек, пострадавших в результате взрыва на автозаправке в Кубадионском районе, на днях выписались из столичной клиники и вернулись домой. Мать одного из них сказала, что врачи хотят, чтобы на время они продолжили лечение дома, а врачи сказали, что пациентов отправили по домам по просьбе их родственников. 21 февраля этого года на автозаправочной станции в Кубадионском районе произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате один человек погиб, пострадали 13 человек. 22-летний работник АЗС Раджабой Малаев, один из пострадавших в том инциденте. Врачи сообщили, что у него 85% ожогов тела. Его мать Бибинисо Малаева сказала: он не двигается, немного приподнимает голову и все. Последние несколько дней он только плакал в больнице. Врачи, видя его состояние, посоветовали продолжить лечение дома. Очень сложно обеспечить своевременный уход и лечение в домашних условиях. В городской клинической больнице номер 3 города Душанбе сообщили, что пострадавших при пожаре на АЗС в Кубадионе временно отправили по домам. По словам врача Шахруха Ибадолузода, больного Раджабоя Малаева, состояние здоровья которого в первые дни были очень тяжелыми, мы выписали по просьбе родственников. Какое-то время он побудет дома. 30-летняя Парвина Закирова, еще одна пострадавшая при взрыве на АЗС. Сейчас она также продолжает лечение дома в Кубадионе. По ее словам, большая часть ее тела обгорела. Если посмотрите на меня, то испугаетесь. Если не верите, приезжайте в Кубадион. У меня обгорело все: лицо, руки, живот. В больнице в Душанбе сказали, что у меня ожоги 75% тела. 5 раз оперировали, и сил больше нет. Врачи сказали, чтобы я побыла немного дома, говорит женщина. Что беспокоит родных Парвины Закировой и Раджабоя Малаева, так это равнодушие властей к их судьбе. Ведь по их словам, они нуждаются в большой поддержке для продолжения лечения. Владелец АЗС помогает. Он пообещал помочь в проведении пластической операции на лице, но не знаю, насколько это правда. Я хочу, чтобы государство тоже помогло, потому что мои родители нигде не работают, сказала Парвина Закирова. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мать Раджабоя Малаева говорит, что чиновники из администрации Кубадионского района вообще не обращали внимания на лечение ее сына. В отделе социальной защиты этого района сказали, что им известно о состоянии Малаева, но официальной просьбы о помощи им не поступало. 27 июня Бибинисо Малаева уже жаловалась на равнодушие владельца АЗС к лечению ее сына. Она сказала тогда: раньше, за первые 10-12 дней он приносил каждый день от 1,5 до 3 тысяч самани, но потом у нас сильно выросли расходы на лечение. В больнице только необходимые лекарства стоят 1700 самани в день. Я уже должна аптекарю 16 тысяч самани. После этого мы связались с Йорадшо Махмадовым, владельцем АЗС «Орио-нефть». Махмадов назвал претензии матери молодого человека беспочвенными. В то же время попросил, чтобы эту тему не поднимали в СМИ и что он в самое ближайшее время поможет Раджабою в лечении. 28 июня она снова связалась с радио Азади и сообщила, что владелец АЗС помог решить проблему. Юрист Далер Курбонов говорит, что в случаях, если граждане недовольны размером оказываемой им помощи или тем, как она выплачивается, они должны обратиться в суд для решения вопроса. То есть суд определяет размер возмещения ущерба, дает правочную оценку и обязывает другую сторону возместить ущерб. Потерпевшие имеют право требовать возмещения ущерба как от государства, так и от компании, которой принадлежит АЗС, но через суд, разъяснил Курбонов. То есть, что наши собеседники в Кубадионе не сделали. Бахтиер Шарифзода, руководитель социального отдела Кубадиона, также сообщил, что не получал обращений ни от одного пострадавшего при пожаре. Никто не обращался, иначе мы бы обязательно помогли. Без заявления мы не можем помочь. Тем, кто был в списке на социальную помощь, мы выдали справку по форме 600. Это для бесплатного лечения. Шарифзода не уточнил, кто именно из 13 пострадавших при взрыве получил от государства помощь или льготы. В Таджикистане большинство АЗС построены вблизи населенных пунктов. Ранее в результате пожара или взрыва в таких местах были повреждены дома и были жертвы среди населения. Один из таких случаев произошел в прошлом году на заправке в столичном районе Сино. Тогда, по меньшей мере, 29 человек получили ранения. В результате взрыва в 2017 году на ЗАЭС в поселке Бустанкала Кушаньонского района погиб 35-летний Маликхон Малахов и еще 21 человек, в том числе дети и подростки, получили ранения. Тогда Управление противопожарной защиты Хатлонской области и другие правоохранительные органы заявили, что все заправки должны быть перенесены в места, удаленные от населенных пунктов. Жители говорят, что предложения о переносе заправок звучат каждый раз, когда происходит пожар или взрыв, но потом все обещания забывают. Как вы относитесь
относитесь к сложившейся ситуации? Как вы думаете, кто виноват и кто должен нести ответственность? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!